Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Более 20 тысяч детей отдохнули в летний сезон по всему Туркменистану. Глава Туркменистана поручил обеспечить аграриев высококачественными семенами пшеницы. Первый грузовой поезд из России в Саудовскую Аравию проехал через Туркменистан и другие новости. Обеспечить аграриев высококачественными семенами пшеницы поручил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе рабочего видеосовещания с хакимами вилаятов и вице-премьером Атахалыевым, курирующим агропромышленный комплекс. Как отмечалось, в эти дни в целях качественного проведения в намеченные агротехнические сроки сева пшеницы осуществляется подготовка земель, в частности вспашка и планировка, а также сельскохозяйственной техники, которая будет задействована, и идет заготовка семян. Хлопкоуборочной компании приводятся в порядок приемные пункты, хлопкоочистительные предприятия, транспорт для перевозки урожая. Кроме того, продолжается посадка картофеля, овощей бахчевых и других культур, а также уход за всходами. Наряду с этим в Дашогузском и Лебапском вилаятах ведется уход за рисовыми полями, а в Марийском вилаяте – за сахарной свеклой. Президент Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону в связи с произошедшими в стране стихийными бедствиями, которые привели к многочисленным человеческим жертвам, увечьям и разрушениям. Глава государства выразил от имени народа правительства Туркменистана и от себя лично слова сопереживания и поддержки в этот трудный момент всем родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Лето подошло к концу, впереди новый учебный год, к которому юные туркменистанцы приступят с новыми силами, отдохнувшими и воодушевленными. За летний сезон в Туркменистане организованно отдохнули свыше 20,5 тысяч детей. Первый грузовой поезд отправился из России в Саудовскую Аравию. Путь его пролег по международному транспортному коридору север-юг, транзитом через территории Казахстана, Туркменистана и Ирана. Ожидается, что по транспортному коридору север-юг в Европу будет налажена доставка продукции из Индии, Китая и Восточной Азии почти на 250 миллиардов долларов. Молодые представители Туркменистана приняли участие в лагере для молодежи Центральной Азии. Молодежный форум проходил в Ташкенте. Участники из Казахстана, Киргизстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана обсуждали вопросы репродуктивного здоровья, гендерного насилия и его профилактики, учились создавать программы для тренинга тренеров. Также они повысили свою грамотность в вопросах медиапрезентаций. Жителям города Лахти в Финляндии раздают купоны на бесплатный кофе и визит в бассейн за сданные в переработку старые вещи из текстиля. Специальные пункты собирают БУ наволочки, носки, подушки, одеяла, коврики и прочие предметы домашнего текстиля. Переработкой вторсырья займется местный завод. Благодаря системе поощрения объемы сданного вторсырья из текстиля в Лахте увеличились на 500%. Одним из ключевых факторов выживаемости на Красной планете оказался набор определенных черт характера колонистов. Американские математики провели моделирование многолетней жизни экипажа обитаемой базы на Марсе. Исследователи смоделировали колонию, которая будет получать часть ресурсов с Земли. Они пояснили, что такая конфигурация позволяет отправлять в полет меньшее число людей и удешевляет проект в целом. Согласно расчетам, в таких условиях колония сможет стабильно функционировать, если минимальное число человек составит 22. Важным оказался и психологический фактор. Так, самыми живучими оказались персонажи с высокими показателями доброжелательности. А вот виртуальные колонисты с выраженным нейротизмом и слабыми способностями к кооперации умирали довольно скоро. Молодежная сборная Туркменистана по футболу проводит учебно-тренировочный сбор в Дальяне перед стартом отборочных матчей Кубка Азии 2024. В рамках подготовки запланировано провести 2 товарищеских матча. В распоряжении наставника Ахмеда Агамурадова предоставлен состав из 23 футболистов, выступающих в чемпионате Туркменистана. Напомним, что в отборочной группе К Туркменистан встретится с Индонезией и Тайванем. Матчи пройдут с 6 по 12 сентября в Индонезии. Туркменский полузащитник Кичи Руслан Мингазов отметился 2 голевыми действиями в матче против ФК Гонконг во втором туре гонконгской премьер-лиги. Команда Мингазова одержала победу со счетом 8-0. На 21-й минуте с передачи туркменского полузащитника отличился Ким Син Ук, а с 6 минут спустя забил сам Руслан. Стоит отметить, что Кичи одержал 2 победы в 2 стартовых турах чемпионата Гонконга
и занимает первое место в турнирной таблице. Матч между махачкалинским «Динамо» Курбана Бердыева и ярославским «Шинником» Дмитрия Хамухи в 7-м туре российской футбольной первой лиги завершился в ничью 1-1. По итогам матча «Динамо» занимает 14 место в турнирной таблице, а «Шинник» идет на 10-й позиции. Отметим, что Курбан Бердыев и Дмитрий Хамуха являются известными туркменскими футболистами. Бердыев до 18 лет играл за юниорский состав ашхабадской команды «Капедак», а в 1971 году стал полузащитником основного состава клуба «Строитель», за который играл с перерывом до 1979 года. Хамуха, уроженец Ашхабада, начинал игровую карьеру в местном колхозчи, провел несколько матчей за сборную Туркменистана в феврале 2023 года. Международная федерация футбольной истории и статистики включила бывших игроков в символическую сборную Туркменистана по футболу всех времен. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.